О самых заметных событиях четверга, 18 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Их труд, борьба с огнем. Авиалесохрана завершает подготовку к пожароопасному сезону. Покажем, как патрулируют подконтрольные территории. Пик распутицы. Стоимость проезда из Якутска в Нижний Бестях выросла до 3000 рублей. Как организована работа перевозчиков. Напряженная эпидобстановка по Корее. По всей России зафиксировано более 1000 зараженных людей. В Нерюнгринском районе обнаружено 2 очага. Россия – страна городов. Якутск – Грозный. Телемост соединил воспитанников детских садов. Во всех дошкольных образовательных учреждениях страны идет переход на федеральную образовательную программу. Они передают поколениям духовно-нравственные ценности. В Международный день музеев вручили премии главы Якутии в области музейного дела. С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировали 32 лесных пожара, из них 5 лесных и 27 иных категорий. По части лесных пожаров 3 произошли в Хангаласском районе, 1 в городском округе город Якутск и 1 в Намском Улусе. Расследования по данным возгораниям начаты, определен характер пожаров, они являются рукотворными. На данный момент в республике все возгорания устранены. Напомним, что в таких случаях для виновников предусмотрены серьезные штрафы. В части сельхозпалов пожары происходили на островных участках по пойме реки Лена. Это в основном территория городского округа город Якутск, Хангаласский район, Намский район и Мегино-Кангаласский район. И в этом плане, конечно, понимаем, что, скажем, не страшно, да, но в то же время все равно они фиксируются и фиксируются как пожар, что не есть хорошо. На сегодняшний день мы фиксируем, что ландшафтных пожаров и природных пожаров на территории Республики Саха-Якутия их нет. Якутское отделение авиалесохраны завершает подготовку к пожароопасному сезону в республике. Ежедневно самолеты и вертолеты с лесными пожарными на борту вылетают на мониторинг обстановки. В случае обнаружения пожара парашютисты готовы высадиться в любой точке на подконтрольной территории. Подробнее о работе авиалесохраны расскажет Александр Хавренко. С наступлением пожароопасного сезона у сотрудников авиалесохраны начинается в прямом смысле слова «жаркая пора». В зоне их ответственности территория более 70 миллионов гектар. Сейчас на большей территории наблюдается 3-й класс пожарной опасности, поэтому экипажи авиалесохраны совершают ежедневные облеты и мониторинг. Ежедневно здесь в диспетчерской службе мы назначаем кратность патрулирования в зависимости от класса пожарной опасности, какой находится на территории республики. Вот на сегодня 3-й класс пожарной опасности – это у нас город Якутск, но, естественно, прилежащие рядом районы – это Усялдан, Намцы, Мегино-Кангаласы – 3-й класс пожарной опасности, в Покровском, в Хангаласском районе тоже 3-й класс, и по Вилюйской группе тоже 3-й класс пожарной опасности. То есть патрулирование будет проводиться ежедневно. С повышением класса пожарной опасности увеличивается и количество полетов на патрулирование. Каждый день летчики-наблюдатели составляют план полетов, готовят маршруты. С недавних пор штат летчиков-наблюдателей был увеличен, и более опытные коллеги инструктируют и помогают в практике молодым. По нашему авиапатрулированию маршруту, лесопатрульный маршрут, получается 3. Сегодня будем летать на обратный маршрут. Будем смотреть Мегино-Кангаласский, Усалданский, Намский и городской округ. Будем летать со стажерами. Сегодня пришли летчики-наблюдатели. И вот сейчас у вас штурманский план. Делаем маршруты, ставим задачи, магнитный курс, предварительный. И будем, если найдем пожары, там уже будет выброска парашютистов. Перед каждым вылетом парашютисты пожарные проверяют оборудование и в первую очередь, конечно же, парашюты. Укладка парашюта занимает порядка 40-45 минут, но это тот процесс, где торопиться не нужно. Каждый из нас отвечает за свой парашют, и у каждого свой личный парашют, за который он отвечает. Я работаю тут 3 года. 1 год проработал как сезонник, контрактником. Потом мне предложили вакансию. И я поступил на официальную уже, на парашютиста. За 2 года у меня где-то 32-33 прыжка. Всего в якутском авиаотделении авиалесохраны работает 555 человек. Сейчас 50 из них оказывают помощь коллегам в Хабаровском крае. Как только соседи снимут режим
В чрезвычайной ситуации парашютисты пожарные вернутся в республику и будут готовы вылететь на тушение пожаров на подконтрольные территории. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Нижняя кромка ледохода на реке Лени находится у Кангаласского мыса, ниже города Якутска. По данным на 16 часов у села Табага уровень воды составлял 742 сантиметра, при критических 970. Редкий ледоход. У города Якутска 454 сантиметра, при критических 827. Средний ледоход. У микрорайона Кангаласа 792 сантиметра, при критических 1000. И густой ледоход. В Намском районе наблюдаются подвижки льда и разводья. У села Имы-Яхтах в предполоводный период завершены работы по обваловке территории села для защиты от льда и воды. Верхняя кромка находится на территории Алекминского района. В период активного ледохода затруднена переправа пассажиров и грузов из Якутска в Нижний Бестях и в обратном направлении. На переправе Нижний Бестях, 202 микрорайон, пассажирские и грузовые перевозки выполняют с привлечением хивусов и аэроботов «Тайфун». На сегодня перевозки идут с малой загрузкой до 5-7 пассажиров. О том, как организована работа перевозчиков, расскажет Валерия Наумова. На сегодняшний день добраться до Нижнего Бестяха можно двумя способами. Самый распространенный – это на судах на воздушных подушках. Пассажирские и грузовые перевозки выполняются с привлечением более 20 единиц судов «Хивус-10» и 8 единиц аэроботов типа «Тайфун». Основными перевозчиками являются Лена-Водсервис и индивидуальные предприниматели. И если в начале работы судов стоимость была 1500 рублей, то с переменами на реке меняется и цена. Все меняется каждый день. Когда ледоход идет, значит, мы начинаем по 1500 по гладкому льду возить. Это уже цена у нас стоит, как 10 лет назад это было, так и мы не меняем. Потом уже начинается ломаться лед, крошится, начинают ребята рваться. Это самое... расходы на топливо и так далее, ну, сами понимаете. Естественно, вырастает цена, и пассажировместимость потихоньку у нас на катерах уменьшается. Малая загрузка судов и сложная ледовая обстановка – именно эти критерии влияют на рост цены. С 18 мая стоимость проезда на судах на воздушной подушке из Якутска в Нижний Бестях и обратно составляет 3000 рублей в один конец. В столице региона есть две точки отправки. Это с пляжа в 202 микрорайоне и с 203 микрорайона улица Ларионова, 16. Учитывая, что с 203 микрорайона отправляется трансфер до железнодорожного вокзала Нижнего Бестяха, то основной поток переправляется именно оттуда. Раз в полчаса ходит стабильно, потому что дорога только в один путь занимает 20-30 минут. То есть 20 минут туда, 20 минут обратно, и ходит 4 штуки. Ну где-то вот одна в 20-30 минут ходит. Недавно был ремонт взлетной полосы, и поэтому всех на ЖД отправляют. Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска продолжается. Но, тем не менее, с 18 мая на период прохождения густого ледохода на реке Лени полярные авиалинии запустили авиаперевозки на вертолетах Ми-8 из аэропорта Якутска в Нижний Бестях и обратно. Пассажирский тариф на перевозку одного взрослого пассажира составит 4000 рублей, а тариф на перевозку 1 килограмма груза – 55 рублей. В целом, сразу после прохождения ледохода в навигацию выйдут паромы и скоростные суда. Как отмечают в Министерстве транспорта республики, первый рейс паромов намечен на 25-27 мая. Валерия Наумова, Иван Сорокаумов, Ренат Нахиев, Якутск. Идем далее. О предстоящих выборах речь шла на рабочей встрече главы Якутии Айсена Николаева с руководителем Якутского регионального отделения политической партии ЛДПР Гаврилом Парахиным. Также стороны обсудили подготовку команды республики к 8-м летним международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в Якутске летом следующего года. Председатель Федерации бокса столицы Гаврил Парахин проинформировал о ходе подготовки юных боксеров. Надеюсь, что в ближайшие дни тендеры будут разыгрываться, и наш город Нерюнгри получит те деньги, которые хотел. Также же, конечно, общались о спорте, потому что предстоящие Дети Азии для меня, как руководителя Федерации бокса города Якутска, очень важный вопрос подготовки к этим играм нашей молодежи для того, чтобы показать хороший результат и в боксе, и во всех других спортах, которые мы будем принимать на территории нашей республики для того, чтобы провести Дети Азии.
Также глава Якутии принял участие в торжественной установке сваи перед строительством корпуса спортзала Мирнинского политехнического лицея. По плану срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь этого года. Распоряжением главы бюджетные средства направляет Министерство строительства республики. Стоимость объекта – 177 миллионов рублей. Объект возводится в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Будущий спортивный зал – это двухэтажный объект площадью более 2000 квадратных метров, в котором будут расположены универсальный и игровой залы. Ну и, конечно, он станет одним из крупнейших спортивных объектов в сфере образования района, оснащенных самым современным оборудованием. Этот спортивный зал долгожданный и, конечно, этому объекту будут рады как ученики нашего политехнического лицея, преподаватели, родители, поэтому ждем. Имя и проделанная работа видного общественного деятеля, ученого, писателя и журналиста Василия Никифорова Кулюмнур всегда останется примером для якутского народа. Он родился 18 мая в 1866 году в Дюпсюнском наследии Усть-Алданского района. Кулюмнур оставил неоценимый вклад для развития Якутии. Именно его усилиями организованы бесплатные библиотеки, открытые музеи. Он положил начало работе якутского театра, печати, журналистики. А еще Василий Никифоров Кулюмнур создал и руководил Якутским областным земством, был участником Сибиряковской научной экспедиции, но в 1927 году был репрессирован. Сегодня депутаты Илтумен, общественность республики и родственники отдали дань памяти яркому лидеру якутской интеллигенции конца 19-го, начала 20 века. Создание новой интеллигенции Якутии, которые впоследствии добились получения автономного статуса республики. Активно участвовали в революционных движениях, так как он сумел наладить контакт с теми передовыми ссыльными людьми, которые были высланы в нашу республику. Ожоговый центр республиканской больницы номер 2 отмечает свой 30-летний юбилей. Медучреждение является единственным ожоговым центром в Якутии. В связи с этим активно работает санитарная авиация. В год центр совершает более 100 экстренных вылетов. В 1993 году свою деятельность центр начал как отделение термической травмы, затем ожогового отделения. А с 2021 года произошла реорганизация в ожоговый центр. Это позволило повысить качество медицинских услуг, обеспечив учреждение современным оборудованием. Благодаря ожоговому центру в России начали внедрять методику телемедицины. Я горжусь тем, что работаю рядом с такими коллегами, которые до конца отдают своей работе. И я сегодня хочу сказать, что сегодня мы активный боевой коллектив, который способен собраться и работать в режиме ЧС в течение очень короткого времени. Мы готовы и как и к вылетам, как и к оказанию массового поступления здесь. Каждый год мы внедряем что-то новое, учимся и активно работаем совместно с другими коллегами Российской Федерации. В этом году сложилась напряженная эпидобстановка по кори. По всей России зафиксировано более 1000 зараженных людей. В зоне поражения 44 региона. В Нерюнгринском районе обнаружено 2 очага. Ирина Жданова разбиралась в теме. Оба случая – это люди, приехавшие в Нерюнгри из других регионов. По каждому проведены все необходимые мероприятия, такие как уточнение прививочного статуса всех пассажиров самолета, работа с персоналом на рабочем месте заболевшего корью и необходимая вакцинация. По месту проживания также проводится работа не только по квартире, в которой обнаружен человек, а в связи с тем, что корь является высококонтагиозным заболеванием, работа проводится в целом по подъезду, по дому. И все люди, которые там находятся, значит, с ними проводится работа по уточнению прививочного статуса, и также при необходимости проводится полноценная вакцинация. Вспышки кори происходят, когда люди не защищены, заражаются и распространяют болезнь среди невакцинированных групп населения. Корь – это острое инфекционное заболевание, она характеризуется с катаральными явлениями, как обычный ОРВИ, ОРЗ, кашель, насморк, температура. Но и самое главное – появление сыпи, конечно. Это очень характерно для кори.
Ну и сыпь тоже имеет свои особенности. Вакцинация против кори входит в национальный календарь профилактических прививок для детей. В моменты вспышки помимо плановой требуется и так называемая подчищающая профилактическая иммунизация. Чтобы корь перестала распространяться, нужно, чтобы иммунитет был более чем у 91% населения. Вакцинация от кори проводится двукратно. Первая вакцина ставится в возрасте 1 года, и ревакцинация проводится в возрасте 6 лет. Иммунизация населения против кори в Якутии уже началась. В этом месяце поступило более 7,5 тысяч доз вакцины, которую распределяют и доставляют в центральные районные больницы республики. Для получения профилактической прививки необходимо обратиться в поликлинику. Напомним, что корь – это высококонтагиозная инфекция, и специфического лекарства от этой инфекции не существует. Единственный способ защиты – профилактическая вакцинация. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Всероссийскую научно-практическую конференцию агротехнологической направленности провели в Якутске. Чугуновские агрочтения посвятили 85-летию доктора сельскохозяйственных наук Афанасию Чугунову при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В этом году для очного участия в 9 секциях поступило 117 заявок, в том числе из других регионов России. Цель агрочтений – это популяризация агропрофилированных дисциплин, высшего аграрного образования и поддержка профессиональной ориентации и инициатив учащихся школ и студентов вузов. Участие в этом году принимают студенты агровузов подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, а также учащиеся школ и СУЗов Республики Саха-Якутия. В этом году мы увеличили охват агрочтений путем масштабирования мероприятий по всей России. Россия – страна городов. Якутск, Грозный. Под таким названием состоялся телемост между воспитанниками детских садов Якутска и Грозного. Во всех дошкольных образовательных учреждениях страны сейчас идет системный переход на федеральную образовательную программу дошкольного образования. Цель – планомерное образование современного ребенка, который имеет задачи приобщить его к духовно-нравственным и культурным ценностям российских народов и воспитать в нем патриотизм. Продолжит Мария Кардашевская. Такими словами начался сегодня телемост воспитанников детского сада «Прометейчик» из Якутска с воспитанниками сада «Мотылек» из города Грозный. Его организовал детский сад «Прометейчик» при поддержке целевого фонда будущих поколений. Мы все являемся россиянами, гражданами одной великой страны, ну и должны знать больше друг о друге, при этом сохраняя свою национальную идентичность. Поэтому наши дети сегодня в национальных своих костюмах и с той, и с другой стороны. Ребята смогли задать своим новым друзьям интересующие их вопросы, а еще рассказали о своей культуре и обычаях. Мы начали этот проект вместе с детьми, проходило очень много предварительной работы, мы знакомили детей с республикой, дети рисовали свои подарки, они сегодня будут отправлять письмо дружбы, где они вложили свои рисунки и придуманную игру по достопримечательностям города Якутска. То же самое сделали и чеченские наши коллеги. Какой у вас замечательный сад, какие вы все молодцы. Благодарим за удивительный ролик, интересный край. Хочется все увидеть своими глазами, ощутить могущество, богатство, красоту сурового северного края. В Якутске такой телемост проводится впервые, но организаторы надеются, что это станет доброй традицией, которая даст возможность ребятам из разных городов узнать о культуре каждого народа нашей многонациональной страны и стать добрыми друзьями. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Международный день музеев сегодня на ежегодной церемонии вручили премии главы Якутии в области музейного дела за высокий профессионализм, новаторский подход и служение музейному делу родного края. Отмечают культурные учреждения и людей, которые передают поколениям духовно-нравственные ценности. Данную премию вручили уже в 18-й раз, рассказывает Лена Андреева. В этот день чествуют музейных служителей, кто хранит и приумножает бесценное культурное достояние прошлого, поддерживая духовную нить времен. Указом президента Республики Саха-Якутия в 2005 году была учреждена ежегодная премия в области музейного дела. Церемония вручения премии главы Республики Саха-Якутия проходит в стенах галереи зарубежного искусства имени Михаила Габышева. Место выбрано не случайно, так как премия носит имя самого Михаила Федоровича Габышева.
18 мая уже более 40 лет все музеи отмечают Международный день музеев. Это профессиональный праздник. В Якутии он связан с премией главы имени Михаила Федоровича Габышева, профессора, мецената, который подарил жителям Якутии уникальную коллекцию западноевропейской живописи. Премия состоит из 3 номинаций. В этом году премию получили в номинации «Музей года» Усть-Алданский музей имени Алексея Ржакова, лучший музейный сотрудник Елена Платонова, а лучший попечитель и меценат акционерное общество «Тата Автодор». Музейное сообщество у нас достаточно серьезное, большое, это более 600 работников. Более 640 тысяч человек в прошлом году по статистике посетили наше музейное заведение. Самый посещаемый является, естественно, Национальный художественный музей, поскольку в прошлом году мы туда привозили и Третьяковскую галерею. Современные музеи – это центр культурной жизни, открытые для всех и предлагающие широкие возможности познавать, творить и расширять социальные связи. Поддержка музейного дела и поощрение попечительства в области культуры и искусства помогают музеям совершенствоваться самим и продолжать служить развитию общества. Лена Андреева, Семен Семенов, Якутск. В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина открылась выставка работ петербургского фотографа Андрея Жилина. Выставка приурочена к выходу книги «Саха. Топографические портреты». В поисках материала для издания в 2016 году Андрей Жилин организовал 2 экспедиции в республику, за время которых отснял более 5000 кадров. Лучшие из них вошли в книгу. На портретных фотографиях автору позировали представители разных профессий. Среди героев и шаманы, и крестьяне, и народные умельцы. Книга «Саха. Топографические портреты» принята в коллекцию научной библиотеки Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Я считаю, мне очень повезло с персонажами. На самом деле их было гораздо больше. Это выборка из этого всего. Было порядка 30 человек, в книге представлено 18. Значит, очень, опять же говорю, тут совершенно по-якутски все это дело происходило. Очень поражает глубина и искренность. Не знаю, у меня это мое впечатление, искренность людей, которые с нами разговаривали, общались. От современности к истокам Национальный театр танца Якутии готовит необычную премьеру. Новый спектакль «Серебряная нить». Якутское название «Ситим» на основе олонхо и якутских легенд. Ставят приглашенные из Санкт-Петербурга известные хореографы Олег Марков и Вероника Кулагина. Супруги больше года вынашивали идею этого проекта и скрупулезно изучали фольклор народа Саха. В постановке заняты лучшие творческие силы театра танца Якутии, в том числе воспитанники балетной школы имени Посельских. Специально для спектакля музыку написал композитор Ян Круль. Премьера намечена на 6 июня. У людей всегда должны быть крылья и должны быть корни. Вот о корнях, которые тебя подпитывают, которые являются бесконечным источником вдохновения для любого, наверное, народа. Если ты знаешь свои корни, тебе это бесконечно помогает. Вот об этом тоже наш спектакль. И спектакль о том, что в каждом самом обычном человеке всегда живет герой, который в какой-то момент может проявиться. Но в какой-то момент юноше приходится стать героем и пойти на поиски возлюбленной. Вот об этом наш спектакль. Мы всех ждем с большим нетерпением на премьеру и надеемся, что вам понравится. Но школьницы Ленска с удовольствием посещают новый кружок. Студия «Арт-Декор» начала работу с прошлого года. Молодой креативный педагог показывает своим ученицам, как можно самим создать предметы декора. Девочки в восторге, занимаются часами и делают эксклюзивные вещицы и создают с их помощью индивидуальный стиль. Наш корреспондент Светлана Балеева посетила одно из занятий. Заходя в класс, сразу бросается в глаза множество интересных вещиц, созданных руками детей. Это цветочные композиции, ночники из фетра, шляпы в виде больших роз и парящие чаши, объемные украшения и многое другое. Мы работаем с бисером, девочки у меня плетут на станках, мы делаем светильники, работаем с фоамираном, делаем декоры для дома, украшения. В день нашей съемки девочкам было дано задание сделать для себя фенечку. На специальных станках, аккуратно, не торопясь, ученицы старались сделать рисунок точь-в-точь, что на картинке, представленной для примера. Мы сделали резиночки красивые из бантики. И кто-то плетет еще фенечки, кто-то много чего делает. У каждого своя работа.
коллекции Маргариты не только украшения из бисера, но и изделия посложнее. Это предметы интерьера из фоамирана и фетра, ночники и цветочные композиции. Сегодня девочка планирует повторить сделать ночник, но уже не для себя, а в подарок. Я хочу попробовать еще раз для мамы с папой сделать. Папе хочу сделать, попробовать фенечку сама, а маме хочу лампу сделать, потому что маме она тоже очень нравится. Анастасия Гусева тоже посещает студию арт-декор. Девочка любит шить. Заниматься здесь ей в удовольствие. Мы работаем с нитками, иголками, леской, проволокой и бисером. Сегодня я делала фенечку, доделывала, и сейчас мы делали бантик. Сегодня Анастасия планирует сделать картину из бисера. Педагог одобрила выбор девочки и пообещала помочь. Handmade-студию сегодня посещает 15 девочек и 15 женщин пенсионного возраста. Но все желающие могут присоединиться к мастерицам в любой момент. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.